Апрельские поручения главы Коми – это 55 шагов вперед. Они как прямой отклик на ежегодное послание президента. Владимир Путин определил основные цели развития страны до 2024 года. Республика масштабировала сказанное президентом в границы региона. До 1 июля Кабинету министров нужно определиться с источниками финансирования указа, а к 1 октября совместно с руководителями субъектов Федерации выдать порученческие пункты по реализации всех 12 национальных проектов. Здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Всего ожидается 155 поручений. Мы не будем изобретать велосипед. Наши 55 апрельских поручений также будут сформированы по блокам и отраслям. Основная цель, заложенная в апрельские поручения – повышение продолжительности и улучшение качества жизни каждого жителя Коми. Учитываются все факторы – жилье, образование, экология и, конечно, здоровье северян. Для снижения смертности от онкологических заболеваний в Коми возведут новый радиологический корпус, появится детский перинатальный центр и новое хирургическое отделение. В докладе звучало, что необходимо обеспечить доступной медицинской помощью жителей труднодоступных населенных пунктов нашей республики. Буквально на прошлой неделе в географическом центре нашей республики Ухте введен в эксплуатацию новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем. И он как раз позволит жителям близлежащих муниципальных образований и труднодоступных населенных пунктов оказывать оперативную медицинскую помощь людям. Еще одно поручение – обновление ветхих школ. В Коми в недолжном состоянии 22 учебных заведения. Сразу задачу не решить, и потому начнут с райцентров. Где-то учреждения образования уже возводят, где-то разыграны конкурсы, где-то строительство близко к завершению. В этом году сдадут долгожданную школу в Сыктывкарском микрорайоне Орбита. Это первый масштабный проект в республике за последние 20 лет. На очереди новое образовательное учреждение в столичном поселке Краснозатонский. Еще один школьный новострой появится в Визинге в райцентре Сысольского района. Уже определен подрядчик, который будет возводить здание. Школа на 400 мест должна быть сдана к 2020 году. В очереди также Помоздино, Усть-Кулом, Часово. Республика Коми вошла во все приоритетные проекты с федеральным финансированием. Ключевая задача здесь – уйти от второй смены. Поэтому в ближайшие 3 года планируется построить 8 новых школ. Республика активно развивает физкультуру и спорт, проводит региональные соревнования, принимает федеральные турниры. Выполнение следующего поручения главы даст Коми еще больше поводов для гордости. Республика всегда была спортивная, но мы особо выделяем базовые виды – лыжи и хоккей с мячом. Чемпионат России по лыжным гонкам, который прошел на стадионе имени Раисы Сметаниной, еще раз доказал, что нам по силам организация самых престижных соревнований. А недавний матч по бенди против чемпиона Финляндии – восторг. Я была ошарашена. Сколько народу пришло на стадион. Было впечатление, что в Сыктывкаре столько людей не живет. А впереди у нас, как известно, чемпионат мира. Будем строить новый стадион. Обследование идет по 5 площадкам. Окончательный вариант будет озвучен в августе. Глава совершенно правильно поставил задачу по строительству крытого стадиона. Ведь чемпионат мира – это не только стадион, это дорожная, сервисная инфраструктура, а самое главное – федеральные инвестиции. ИНТА услышала в докладе, а сейчас и поручение главы для себя самое важное – она будет жить и развиваться. По сравнению с Сыктывкаром я бы отметила, что ИНТА выгодно отличается чистотой и заботливостью. Тут, конечно, как говорится, не до жиру, но чтобы на улицах валялись бумажки и куча песка, такого нет. А глубина бюджетов этих городов – большая разница. Конечно, ИНТА – моногород, но и территория опережающего развития, статус которой дает определенные преференции. Сегодня параллельно развивается 3 возможных отраслевых варианта и самая большая ставка на развитие газово-промышленного сектора. Сегодня на рынке востребованы антрацит и кокс. Угли интинского типа не востребованы. С точки зрения макроэкономики надо признать, да, мы будем отходить от угольной составляющей, но постепенно. Сегодня на первый план вышла дилемма – заниматься модернизацией шахты или людьми. Мы выбрали людей. Не менее важный вопрос – развитие транспорта.
Без нее экономика развивается с большим трудом. К слову, власти Коми убедили Москву, что еще недостроенная трасса Сыктывкар-Нарьян-Мар должна стать федеральной. Пользуются ей 3 субъекта. Затраты несет только один – наш. И вот решение принято. К 2026 году дорога отойдет в ведение Москвы. Теперь дело за аэропортами. Мы сегодня как можем поддерживаем аэропортовое хозяйство, но у нас нет ни одного федерального аэропорта. Это нонсенс. Как может Воркута, где погранвойска, где опорная точка развития Арктики, не иметь аэропорта федерального значения? Почему Сыктывкар не федеральный аэропорт? Все столицы субъектов федерации содержатся за счет федерального бюджета. Эти задачи тоже есть в апрельских поручениях главы. Одно из них по приведению в современный вид аэропорта Ухты мы совместно с «Газпромом» уже начинаем выполнять. Понятно, что все перечисленное – лишь небольшая часть апрельских поручений главы. Скажем так, это то, на что следует обратить внимание в первую очередь. При этом совершенно очевидно, что без внимания не останутся и другие сферы – наука, сельское хозяйство, развитие информационных технологий, обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей до 3 лет, развитие малого и среднего бизнеса, строительство жилья, поддержка занятости населения, забота о многодетных и малоимущих семьях. По словам Ларисы Максимовой, точный перечень апрельских поручений главы будет сформирован в ближайшее время. Татьяна Супряткина, телеканал «Юрган».